Довольный Марко Матерацци. Он сегодня на матче миланского Интера. Правда, как вы понимаете, он теперь в качестве лишь почетного гостя. Матч Интер-Кьево. Добрый вечер, дорогие друзья. На НТВ Плюс чемпионат Италии. Массимо Моратти закурил сигарету. Хочется верить, что не от нервов. Наверное, он ждет сегодня от своей команды только победы. Миланский Интер сейчас находится на 18 месте в чемпионате Италии. Команда имеет лишь 4 очка и весьма туманные перспективы. И чтобы эти перспективы развеять, Интеру необходимо сегодня непременно обыгрывать команду Кьево, которая, в отличие от Интера, играет весьма недурно. И сейчас Кьево находится на 11 месте с 9 очками. И в послужном списке Кьево победа над Наполи, ничья с Ювентусом и массу других важных и приятных результатов для команды из Вероны. Не заполнен Сан-Сиро, ну, вполне традиционная картина для Италии. Правда, отметим, что все же Сан-Сиро отличался тем, что довольно много болельщиков приходило на стадион, особенно на матчи Интера в годы успеха Интера и в годы, когда в Интере работал Жозе Мауриньо. Но вот череда неудач, несколько поражений подряд и, конечно, сейчас совсем другое настроение у болельщиков Интера. Это сестра Массимо Моратти, Анджела Моратти. Как видим, у нее тоже не самое радужное настроение. Вообще, конечно, если говорить серьезно, в Италии сегодня есть повод грустить довольно серьезно. И мы знаем, что Италия любит не только футбол, но и другие виды спорта, в частности, автомото спорт. И сегодня трагически погиб мотогонщик Симончелли. Он скончался после как раз-таки трагедии, которая случилась на трассе. Естественно, вся Италия сегодня скорбит. И вы видели несколько баннеров, которые были на стадионе. Естественно, мы тоже приносим искренние соболезнования родным и близким. Ну, зная Италию, уверяю вас, что в Италии все близко к сердцу принимают любые трагедии, которые происходят с человеком. Уже несколько футбольных команд выразили соболезнования в семье Симончелли. Ну, я думаю, что и сегодня будут какие-то акции в память об этом гонщике. Ну, а теперь давайте непосредственно к футболу переходить. Команды появляются на поле. Интер в своей традиционной форме. Ну и, конечно, команда Кьево сегодня не может выступать в желтом, в своей домашней форме. Не знаю почему, но вот Кьево играет в гостевой в белой. Составы команд. Итак, начнем мы с Интера. Здесь Жулио Сезар, вратарь номер 1. Далее оборона 4 защитника. Нагатома номер 55 играет слева, справа Майкон номер 13. В центре 6 Лусио и 26 Киво. Центр поля. Здесь 8 Тиаго Мотта, 4 Хавьер Дзанетти чуть правее, действует чуть левее, и Стефан Камбьяссо 19. Наконец, трио атаки. Номер 10 Уэсли Снейдер. Он сегодня в основном составе. Ну и два форварда. Мауро Сарата, номер 28, номер 7 Джанпаоло Пацини. Вот такой состав у миланского Интера. Главный тренер Клаудио Раньери, который 2 дня назад отпраздновал свой день рождения. У Раньери был юбилей, ему исполнилось 60 лет. И, как в Италии шутили перед этим матчем, посмотрим, какой подарок сделает Интер своему главному тренеру. Переходим к команде Кьево. Главный тренер Доминико Ди Карло выставил следующих футболистов. В воротах Соррентино номер 54. Далее справа играет Фрей 21. Слева Йокич 14. В центре обороны Цезар номер 12. Номер 4 Морерро. Опорный хавбек, американец Брэдли под номером 6. Он выступает. Чуть правее от него действует Вашек. Номер 25, чуть левее Хетемай. Номер 56 под нападающими Круссадо номер 8. Два форварда. 23 Полоски, который играет на некогда родном для себя Сан-Сиро. Напомню, что Полоски воспитанник Милана и даже несколько матчей провел в составе Россонери на этом замечательном стадионе. И ударный форвард Кьево Серджио Пересье, главный бомбардир команды, капитан команды, ну, в общем, главная звезда команды Кьево. Повторю, что Кьево очень недурно выступает в чемпионате Италии. Кьево лишь одно поражение, то оно было во втором туре. На выезде Кьево проиграл Парме 1-2. После этого 2 победы подряд над Наполи и над Дженуа, и 2 ничьи с Чезеной и с Ювентусом. Повторюсь, весьма хороший результат для Кьево. И, как мы и предполагали, минута молчания
Ну, такие баннеры, такие трогательные слова. Действительно, это большая потеря для итальянского спорта. Ну что ж, стартовал наш матч. Повторюсь, что для Интера крайне важно сегодня выигрывать. Я об этом много говорилось перед матчем, что пора на Радзуре переворачивать эту не самую приятную страницу выступлений в чемпионате Италии, потому что я вот говорил об успехах Киева. А что касается Интера, то Интер в 6 первых турах, только вдумайтесь, потерпел 4 поражения. От Палермо, от Наварры, от Наполи и от Катании. Лишь одна победа над Болоньей и ничья с Ромой. Вот такой ужасный просто результат для Интера. Но если учесть, что весьма плотная таблица в чемпионате Италии, победа сегодня может позволить Интеру подняться, по крайней мере, догнать ту же Рому, обогнать Сиену, приблизиться к Дженуа, Киеву и Парме. Так что, в любом случае, 2-3 игры, 2-3 победы, и Интер будет снова практически на вершине таблицы. Майкон, пас вперед, хорошая передача по Цини в штрафной площади. Снейдер ошибается. Голландец. Конечно, большое подспорье для Интера то, что Снейдер вернулся в стартовый состав. Напомню, что он был травмирован, не играл в матче против Наполи, не играл в Москве против ЦСКА, не играл против Болоньи, не участвовал в игре против Катании. Лишь вот в прошлом матче он вернулся в игре Лиги Чемпионов против Лилля. И Интер выиграл 1-0. Пусть Снейдер не забил и даже не сделал голевую передачу, но все равно, конечно, его присутствие — это большой плюс для Интера. Если Снейдер чуть ли не главная звезда итальянского чемпионата. Сарата тем временем сам тащит мяч. Ну, по традиции Сарата завозился и мяч потерял. Лусио здесь. Надежный бразилец. Хетемай. Йокич. Снова Хетемай. Лусио хорошо играет в штрафной. Йокич. Не понял Пелисье Йокича, и мяч не сумел обработать. Мотта. Готово ускоряется по левому флангу. Быстро бежит вперед. Сарте. Сарате. Можно играть. Нет, без пенальти. Брэдли. Весьма живо начинается встреча. И здесь уже два бразильца разберутся. Жюлио Сезар и Лусио. Смотрим повтор. Сложно мне лично разглядеть, была ли игра рукой, но в любом случае арбитр матча, сегодня игру обслуживает Челли, считает, что не было нарушения правил. Снейдер. Хороший перевод направо. Майкон. Оседлал Майкон соперника. Интер мяч потерял. Хетемай. Йокич. Снова Йокич. Круссадо переводит мяч направо. Фей. Снова Круссадо. Полоски. Играет налево. Хетемай к мячу успевает. По схожей схеме играют команды. Сейчас пас в штрафную. Здесь уверенно играет Лусио. Майкон. Занетти. Соррентино так рискованно играет в своей вратарской. Мяч обрабатывает, хотя там рядом был футболист Интера. Камбьясо. Потеря мяча. Я уверен, что в сегодняшнем матче Интеру будет непросто. Киеву очень добротная, крепкая по итальянским меркам команда. И я практически не сомневаюсь, что
легкой прогулки у Интера не будет. Крусадо. Йокич. Крусадо. Перепасовка на правом фланге. И это фол. Это нарушение на Джанпаоло Пацини. Пацини вернулся в стартовый состав. Напомню, что при предыдущем тренере Интера Джампьеро Гасперини Пацини не всегда проходил стартовый состав. Но вот так сложилось, что с появлением Раньери плюс травма Диего Форлана, и Пацини стал чаще играть в стартовом составе. Дзанетти. Неплохо Киева выходит в атаку. Правда, не до конца получился пас вперед. Крусадо играл довольно грубо. Мота. Камьясо. Сарате. Вот сейчас подача в штрафную, и подача не самая удачная. Снова Сарате. Играет на Моту, тот на Дзанетти. Интер прихватил сейчас мяч в эти минуты. Лусио. Киву. Киво сегодня играет без своего уже легендарного шлема. Даже как-то немножко удивительно на это все смотреть. Брэдли. Хетамай. Длинный пас на правый фланг. Полоски. Ну, слишком просто сыграл Полоски. Мне кажется, можно было рисковать и идти в обыгрыш. Камьясо. Снейдер. Отбирают чистый мяч у Пацини. Крусадо. Пелисье. Можно играть. И здесь можно играть. Хетемай. На газоне Пелисье. Естественно, Йокич бьет мяч в аут. Поднимается Пелисье. Он игру продолжит. Но в любом случае футболисты Интера по всем правилам фэрплей должны сейчас мяч вернуть. Клаудио Раньери был только что на ваших экранах. Повторюсь, день рождения отметил свое. Раньери 60 лет исполнилось этому итальянскому специалисту. Довольно серьезный возраст уже, и давно Раньери в профессии. Правда, как таковых успехов у Клаудио не было. Ни в чемпионате Италии, ни за границей. Хотя Раньери поработал и в Англии, с Челси, и в Испании, с Атлетико Мадрид и с Валенсией. Но вот кубки — это максимальное достижение для Раньери. Он кубки выигрывал в Италии, и в Англии, и в Испании. Но вот успехов на уровне национальных чемпионатов не было у Раньери, и тем более не было успехов на уровне Еврокубков. Хотя, повторюсь, у Раньери были очень хорошие команды в распоряжении. Фиорентина, Валенсия, Атлетико Мадрид, Челси, Ювентус, Рома. Вот сейчас Интер. Ну, посмотрим, что будет с Интером. Хотя понятно, что этот сезон в любом случае такой сложный будет для Интера. Раньери работает не с первого тура. Он, скажем так, не был во время предсезонки в команде. Работал другой тренер, поэтому, естественно, у Раньери сейчас совсем другие цели и задачи. Хотя в любом случае для Интера всегда есть цель выиграть турнир, в котором команда играет. Крусадо играет вперед. Здесь офсайд. Если говорить о потерях перед этим матчем, то потери были, безусловно, и у Интера, и у Киева. У Интера они, скажем так, более очевидные. Как я уже говорил, не играет Диего Форлан, он травмирован. Но он еще порядка месяца не будет, а то и больше выступать в чемпионате Италии.
Также Ранокья с повреждением, Вивиано, Самуэль, Каутиньо и Поли. Ну, большая часть игроков основного состава, я имею в виду Ранокью, Самуэля, ну, по крайней мере, один из них точно основной, а вот Ранокья очень, безусловно, важный футболист для дальнейшего развития Интера. Плюс, конечно, Диего Форлан. Хороший пас на Пацини, Пацини бьет, но удар у Джанпауло не получается. Что касается Киева, то у Киева не играет Сардо, правый защитник, и также отсутствует сегодня в стартовом составе у Киева Москарделли, который неплохо себя проявил в предыдущих матчах. Но вот, видимо, Доминико Ди Карло решил оставить его на скамейке запасных. Угловой удар. Пацини заработал стандарт. Снейдер. Хетемай. Крусадо. Полоски. Это нарушение правил. Фаляк на Пересье. Сумбурно отбивается Интер. Камбьясо. Снейдер. На готовом подключается к атаке Сарате. Сарате снова сам с мячом. Подает. На дальней штанге никого из партнеров нет. Мяч покидает пределы поля. Нет, видите, Киву снова одел свой шлем. Мне показалось, даже не показалось, я видел, как начинал матч Киву без шлема, а потом бац, и снова в шлеме. Кристиан Киву, ну вот интересно, с чем это связано. Полоски играет на правый фланг. Вашик зарабатывает угловой. Настырно сыграл Вашик и своего добился. Угловой удар. Ну да, на готовом мяч потерял, от него мяч ушел. Итак, Брэдли, Майкл Брэдли, очень колоритный футболист. Смотри, как интересно. Сейчас в штрафной здесь футболисты Киева. Действительно, очень любопытный розыгрыш. Все буквально убежали сначала из штрафного, потом резко вернулись. Вот здесь, видите. Правда, это не смутило футболистов Интера. Ни Лусио, ни Киева, они ситуацию контролировали. Да, позади 14 минут, но в целом пока нельзя говорить о том, что у Интера какое-то тотальное преимущество. Интер моменты создает. В целом так довольно равная игра. Понятно, что Интер больше мячом владеет, но вот ничего удивительного нет. Крусадо. Неплохо сыграл игрок сборной Перу. Здесь Тиаго Мотта. Игрок сквадра Адзур играет чисто. Майкон. Снова Майкон в штрафную, но, конечно, передача была неплохой, но я думаю, что к этой передаче вряд ли кто-то мог успеть.
Майкон. Нарушение правил. Сарате получил удар от Мореро. Ну да, грубо сыграл Мореро. Так, конечно, идти ногой не стоит. Жюлио Сезар. Киво. Хитамай. Пас прошел налево. Здесь Пелесье. По штрафную хороший. Удар не получается у Крусадо. Хитамай. Ставит корпус Крусадо и сам же нарушает правила. Арбитр посчитал, что перуанец играл соперником. Хитамай. Крусадо. Смотрим, как Кьево себя уверенно чувствует на плане поля соперника, будто бы матч не против Интера, не на Сан-Сиро, а где-то дома Кьево играет с условно Чезеной. Майкон. Не было офсайда здесь в полоске. Майкон. Нагатомо. Камьясо. Неплохо прессингуют центрального хавбека футболисты Кьева. Не дают нормально Интеру выходить в атаку. Майкон. Снова пас на фланг. Лусио. И вот такая потеря мяча, не совсем обязательная. Крусадо. И классно делать пас Крусадо. Ну, бить, конечно, отсюда было бесполезно, потому что уж слишком было далеко до ворот. Тем более головой. Ну, а другого варианта, в принципе, не было. Пелесьера грамотно сыграл здесь Киву. Центральный защитник. Практически не оставил вариантов для соперника. Снейдер на левый фланг. Снова Снейдер. Майкон. Сарате бьет по воротам. Вот, наконец-таки, удар по воротам Соррентино. Такой отчетливый удар в створ ворот. Вступил в игру голкипер Кьева. Ну и, конечно, Сарате молодец. Развернулся, пробил. Понятно, что дистанция была не самая удобная, но в любом случае уже хорошо для Интера, что есть удары. Снейдер. Киву. Пацини. На правый фланг. Майкон. Ну, штрафной штраф футболиста Интера. Уже 2. И футболисты Киева, в свою очередь, играют крайне удачно. Ну и плюс фалит Пацини. Занетти. Но это желтая карточка Крусадо 100%. Это бесспорно. Арбитр должен будет ее показать.
Майкон. Не прошел пас у Майкона. Можно играть. Мяч у Интера. Лусио. Снайдер. И нарушение правил. Вот интересно, сейчас отложенную карточку покажет арбитр матча. Челли Крусаду за фол против Дзанетти. Вот здесь. Нет, в другом моменте. Там, конечно, вот он момент, когда Крусаду, видите, за футболку и за плечо пытался оттолкнуть Дзанетти. Но вот, видимо, Челли не решился показать отложенную карточку футболисту. Хотя, мне кажется, это было бы справедливо. Дзанетти. Естественно, от Хавьера Дзанетти очень много зависит. Как ни крути, Дзанетти капитан команды и лидер Интера. Поэтому его слова очень важны. И именно он не перед игрой говорил о том, что коллектив команды очень хочет сделать подарок Раньери и наконец-таки выиграть матч в чемпионате Италии. Потому что Раньери провел 3 игры на посту тренера Интера в чемпионате. И 2 из них проиграл. И, как я уже говорил, Наполи уступил Интер и Катании на выезде. Поэтому Дзанетти подчеркнул, что победа в чемпионате крайне важна для Раньери и для команды в целом психологически. Но вот пока не слишком получается. С победой половина тайма позади, но 0-0. И кроме удара Сарата нам толком вспомнить нечего у ворот Киеву. Нагатома. Снайдер. Нагатома снова с мячом. Пошел вперед японец. Снайдер. Крусадо. Можно играть в пас. Поперек играет перуанец. Хитемай. Нет офсайда. Нет, вот сейчас поднял флажок арбитр. Будем разбираться, потому что мне вот показалось, что офсайд был не у Хитемая, а у его партнера. Правда, партнер-то отношения к этой атаке толком не имел. Смотрим еще раз. Ну, спорно, вот спорный офсайд. Мне, еще раз говорю, показалось, что у Хитемая офсайда не было. А сейчас Сарат уже с мячом. Штрафной соперника аргентинец. Ну и традиционная болезнь Сараты. Не умеет он играть в пас. Просто не умеет играть в пас. Я еще непременно об этом расскажу сегодня. Очень забавную историю. А пока Дзанетти. И Пацини не успел подставить ногу. Конечно, главная проблема Сарата — это то, что он играет только сам собой. Вот такая немножко детская проблема. Проблема, скажем так, дворового футбола, когда не делишься с мячом. Она, вот видите, для Сарата очень актуальна в команде Интер. И не только в Интере, и в Лацио, в сборной Аргентины. Хитемай. Еще один удар с дальней дистанции. И вот видите, Хитемай отвечает на удар Сараты. Тоже неплохой удар. Тоже в створ. И тот же исход. Голкипер намертво забирает мяч. Мота. Передача на Майкона. Снайдер. Сарате. Пас не получился у Сарате. И уже Брэдли. Очень грамотное приобретение сделал Киеву, купив Брэдли, полузащитника сборной США. Во-первых, я думаю, что это в какой-то степени такой маркетинговый ход. Киеву команда не самая популярная, даже в самом городе Верон. Я уже не раз говорил, что клуб второй, потому что главная команда Верона — это Верона.
Элас Верона, а Киеву это лишь так. Это опасная атака, отбиваются футболисты Киева. Снейдер. Майкон. Подача на дальнюю штангу. И здесь уверенно играет защитник Фрей. Ну так вот, Брэдли, во-первых, футболист хороший. Ну, просто грамотно играет в центре поля. Ну, во-вторых, я думаю, что в США теперь о Киеве узнали. Ну и в Италии. Факт того, что есть такой колоритный игрок из сборной Америки, это, конечно, небольшой успех. Такой пиар-успех для команды Киева. Сарата подает, Лусио бьет поворотом. Нет, Лусио, вот он бил поворотом, пытался проводить Мотта. А вот здесь уже удар пятки не получается у Камбьяса. Крусадо. Хитамай. Хитамай прорывался. Пытался прорваться вперед. Не получилось. Снайдер. Неплохо. Дзанетти. И мяч остается у Интера. Да, конечно, Хавьер Дзанетти даже в сложных ситуациях находит правильные решения. На газоне Йокич. Жесткое было столкновение у него. Дзанетти. Еще и приземлился неудачно Йокич. Ну, понятно, что это не симуляция, а настоящая боль. Доминико Ди Карло, вот он, главный тренер команды Киева. Еще в прошлом году я говорил, что это весьма сильный тренер. Да, к сожалению, ему не повезло в прошлом сезоне с Сампдорией. Мяч возвращается Интеру, но стадион все равно негодует. Ну так вот, не повезло ему с командой Сампдория, которая начинала под его руководством весьма неплохо сезон. И даже чуть было не квалифицировалась в Лигу чемпионов. И на старте играл неплохо чемпионат. Вот потом был провал. И Сампдория в конце концов, правда, уже без Ди Карло вылетела в серию B. Но сам Ди Карло очень грамотный специалист. Он из Киева. В первый свой приход в эту команду успешно играл в чемпионате. И сейчас в этом сезоне видно, что команда именно тренерская. Очень грамотная игра. И даже по этому матчу видно, что Киево именно играет в футбол, есть тактика у команды, есть стратегия на каждый конкретный матч. И сейчас, мне кажется, Киево играет очень разумно и в какой-то степени даже умно. Ну и Ди Карло, на мой взгляд, из него может получиться довольно интересный итальянский тренер. Другое дело, что, конечно, надо ему расти прежде всего именно в психологии. Потому что одно дело, конечно, работать с Киево, и другое дело уже работать в команде других ожиданий. Вот была работа в Сампдории, как я уже говорил в прошлом году, и она оказалась провальной. Я уже не говорю о том, что если Ди Карло, например, пригласят в команду более серьезно, чем Сампдория, что тогда случится с этим тренером. Поэтому, конечно, помимо непосредственно тренерских нюансов, важно еще прибавлять в психологии, в умении работать под давлением, в умении работать с большими футболистами. Снейдер бьет поворотом. Отличный удар! И здесь мяч, по-моему, попадает в штангу. Будем сейчас смотреть повтор. Ну, конечно, Уэсли просто красавчик. Получил мяч, сместился и пробил. Да, мяч попал в стойку ворот, но все равно Снейдер все делал абсолютно правильно. Большое подспорье для Интера возвращения голландцев в стартовый состав. Пусть сегодня он не слишком заметен, но все равно он свое дело знает.
Снайдер. Сарате. Уже в штрафной аргентинец. Ну, пас не прошел. Точный. Борьба тем временем продолжается. Киево отбивается. Интер, конечно, сейчас прибавил в последние пару минут. Занетти. И здесь, конечно, Пелисье грамотно играет. Очень разумно. Во-первых, получает желтую Тиаго Мотта. Это Лусио, да. Прошу прощения, именно Лусио получил предупреждение. Ну и во-вторых, Пелисье, конечно, убил сейчас тот запал, который был у Интера. Заработал штрафной. Сейчас, конечно, можно не торопиться футболистам Киева. Для того, чтобы ситуацию более-менее успокоить. Это Сарате. Не получился у него пас. Ну и плюс Камбьяса промахнулся мимо мяча. Здесь еще была попытка пробить под Цини. В общем, да, Мотта тоже получил желтую карточку. Да, что же именно Мотта получил предупреждение. Первая желтая в матче. Майкон. Хорош Майкон. И это штрафной удар. Это штрафной удар. Классный проход Майкона. Конечно, у него особо вариантов не было дальше. Некому было делать передачу, и пробить было сложновато. Но Майкон заработал штрафной. Кристиан Киева у мяча и Уэсли Снейдер. Один может пробить с правой, другой с левой ноги. Ну, понятно, что эта дистанция, точка, она удобнее для левши, то есть для Киева, но все равно Снейдер имеет шанс пробить. Я в этом не сомневаюсь. Итак, смотрим. Да, бьет Снейдер и бьет классно! Соррентино блестящий сейф. Атака продолжается Интера и зарабатывает угловой. Камбьясо. Хочется увидеть повтор этой атаки, этого удара. Итак, смотрим. Да, Соррентино молодец. Большой молодец Соррентино. Удар крайне неприятный для голкипера, но с ним справился Соррентино. А здесь уже гол! Здесь уже гол! Тиаго Мотта! Тиаго Мотта откликнулся на передачу Уэсли Снейдера и забивает первый гол в нашем матче. 1-0. Интер выходит вперед. Массимо Моратти, он доволен. Ну и доволен Клаудио Раньери. Очень важный гол забивает миланский Интер. Еще раз смотрим. Уэсли Снейдер, подача и удар. Тиаго Мотта, завис он в воздухе и классно пробил. Поворотом 1-0. Интер выходит вперед. Да, Интер проводил и провел, скажем так, очень сильную пятиминутку. Очень много было ударов, атак. И в конце концов случился гол. После стандарта Тиаго Мотта, игрок сборной Италии, забивает гол. — 1-0. И еще одна желтая будет в нашем матче. Получает ее Йокич. Видимо, Йокич решил отомстить за тот фол, который был на нем. Боян Йокич, игрок сборной Словении. Ну да, конечно, очень грубо сыграл Йокич. Киво.
Ну что ж, Интер своего добился. Интер забил гол в первом тайме. Это было очень важно для команды. Ну и сейчас, конечно, стоит ждать каких-то изменений в игре Киеву. Я не беру своих слов обратно. Киев очень грамотно играл вот в эти первые минуты. И действительно, команда действовала на равных. Но как только Интер прибавил, как только заиграли лидеры Интера, Майкон, Снейдер, Пацини, Интер сразу стал иметь перевес в матче и, соответственно, забил гол. Но, тем не менее, Киеву, думаю, что свой момент еще будет в этой игре иметь. Сарате. Снейдер. Хороший пас. Пацини. Надо забивать гол. Нет. Гола здесь нет, но Пацини упускает просто стопроцентный момент. Сумасшедший был пас Уэсли Снейдера. Гениально сыграл голландец. Не было офсайда. Пацини тоже грамотно ушел от соперника. Но вот дальше, конечно, понятно, что перебрасывал Пацини. В целом все правильно делал, но чуть-чуть не рассчитал Джанпауло. Хотя можно было пробить и левой ногой уже на исполнение. Точнее, на силу. Но в любом случае моменты стали возникать. Это пас на Пелисье неудачный. Лусио. Майкон. Снейдер. Отлично. Сарате. Очень неплохо действует Сарате. Бьет по воротам. Рикошет. И Соррентино с трудом, но переводит мяч на угловую. Ну что ж. Правильно сейчас Соррентино подбадривает своих партнеров. Мол, надо еще поиграть в первом тайме. Пусть до его окончания не слишком далеко. Но, тем не менее, пропустить второй гол для Киева — это практически проиграть сегодняшний матч. Угловой еще один. Подача. Здесь уверенно играет Йокич. Майкон. Еще одна подача. Брэдли. Снова Майкон. Это уже удар по воротам. Выше. Хороший Интер. Откровенно хороший сейчас Интер. Честно сказать, наверное, впервые в сезоне, уж в чемпионате Италии точно, Интер настолько сильно играет в атаке. Таким хорошим настроением, с напором, с желанием. Все это у Интера присутствует сегодня. Именно вот в эти последние 10 минут. Занетти. Снейдер. Технично. Сарате. Пацини. И здесь Сарате устремляется уже на свободное пространство. Мяч он должен забрать. Сарате. Майкон. Еще одна подача. Вот там никого уже нет на дальней штанге. Еще один угловой удар. Еще один корнер. Хорош. Повторяюсь, хороший Интер. Классно сыграл Снейдер в этой ситуации. Очень легко убрал он Брэдли. Сарате. Снейдер подает. И снова угловой. Йокич. Головой сыграл грамотно. (6-1) по угловым. Очевидное преимущество Интера. Снейдер подача. Пацини. Нет, Брэдли. Первый на мяче. Снова Снейдер.
Лусё, нет, не догоняет мяч Лусё. Но сейчас, наверное, стоило бы Соррентино немножко успокоить игру, не торопиться, так выждать секунд 5-10, чтобы запал Интера пропал. Хотя бы на последние 5 минут первого тайма. Лусё. Хитамай. Йокич. Прошел пас. Еще одна подача. Но здесь Киво играет неплохо. Крусадо. Хитамай. Еще одна подача неудачна. Снейдер. Через Камбьяса. Налево. Снова Снейдер. Сараты. Красиво. Снейдер. Удар по воротам. Ну, здесь Соррентино на месте. Да, в поте лица сегодня трудится Соррентино. Очень много ударов по воротам. Все такие точные, прицельные. По крайней мере, мяч в створ летит. И поэтому Соррентино не скучает. Преимущество у Интера и по владению мячом. Крусадо. А это уже атака Киева. Удар Хитамая. Ну, с такого угла плюс с лету попасть в створ сложновато. Хотя, если бы попал бы Хитамай, конечно, вероятность гола была бы очень высока. Вот этот подкат получает Майкон желтую карточку. По желтым 2-1. Йокич у Киеву, а у Интера Майкон и Тьяго Мотта, автор единственного гола. Лусё. Получается пас на Камбьясо. Пацини жестко ставит ногу. Мяч остается у Интера. Майкон. И пошел сам Майкон, не видит сопротивления, но Хитамай в отчаянном подкате кое-как мяч выбил за пределы поля. Хитамай такие свои балканские штучки сейчас делает, пытается вывести Майкона, чтобы тот получил вторую желтую. Вот в этой ситуации смотрим. Ну, понятно, что все вот здесь в пределах правил. Дальше что происходит? Хитамай толкает Майкона, Майкон не реагирует, и в конце концов арбитр устным предупреждением отделывается и Майкону, и Хитамаю. Угловой удар под занавес первого тайма. Уэсли Снейдер у мяча. Удар Киву. Нет, снова Тьяго Мотта. Снова Тьяго Мотта бил выше ворот. Крусадо. Брэдли. Пас назад. И опасная игра со стороны Нагатома. Ну да, Нагатома играл опасно здесь. Мне кажется, прав арбитр. Мота. Снейдер. Доигрывает тайм Интер. Команда выигрывает 1-0. Тьяго Мотта
забил единственный гол. И видите, арбитр Челли не стал добавлять ни минуты. Интер выигрывает 1-0 после первого тайма у Киево. Весьма справедливый итог первой части матча. Ну и мы немножко отдохнем и вернемся на Сан-Сиро буквально через 15 минут. На Сан-Сиро, как видим, болельщики не скучают во время перерыва. Кто ест, кто пьет, кто разговаривает. В общем, нашли занятия тифози Интер, но это вполне логично. Ну а совсем скоро они все вместе с нами будут смотреть футбол. Второй тайм Интер Киева. Напомню, что после первого Интер выигрывает у Киева 1-0. Москарделли, форвард команды Киева, который, я уверен, на поле появится во втором тайме. Ну а пока он в перерыве очень активно разминался. Итак, Киева уже на футбольном поле. Интер потихонечку появляется. Для вас матч на НТВ Плюс комментирует Нобель Арустамян. Напомню вам стартовые составы играющих команд. Начнем мы с Интера. В воротах Жулио Сезар. Далее оборона. Справа играет Майкон. Слева Нагатому. В центре Киво и Лусио. Центр поля. Здесь Тиаго Мотта, автор единственного гола. Рядом с ним чуть левее Эстебан Камбьясу. Чуть правее Хавьер Дзанетти, капитан Интера. Под нападающими действует Уэсли Снейдер, номер 10. И, наконец, 2 форварда, 28-й Сарате. И, наконец, Джанпаоло Пацини. Он все же действует совсем на острие. Номер у него 7-й. Переходим к команде Киево. Соррентино — это голкипер. Далее оборона. Справа играет Фрей. Слева Йокич, у которого есть желтая карточка. У Интера желтый у Майкона и у Мотты. В центре обороны Киева играют Мореро и Цезар. Опорный хавбек Брэдли. Чуть правее действует Вашек. Чуть левее Хетемай. Под нападающими Крусадо. И 2 форварда. Это Полоски. И, наконец, Пелисье, капитан команды, главная звезда Киеву. Тренер Интера Клаудио Раньери, тренер Киево Ди Карло, главный арбитр матча Челли. Замен, насколько я понимаю, в перерыве не было. По крайней мере, мы их пока не обнаружили. Смотрим второй тайм. Обещает быть он очень интересным. Интер весьма неплохо играл в первом тайме, особенно во второй его части. И вполне справедливо Интер выигрывает 1-0. Наверное, мог выигрывать и крупнее. Я даже высказал мысль, что это был лучший отрезок Интера в сезоне пока. Ну, наверное, это где-то близко к истине. Ну и второй тайм Интер начинается так. Правда, всегда есть велика вероятность пропустить контратаку. Тем более, когда вот такие ошибки опасные в момент. Вашек, мне кажется, немножко рановато стал бить поворотом, потому что можно было делать передачу на Пелисье. Видите, сейчас Вашку предъявляют претензии, тот же Пелисье, потому что ошибся, конечно, Сезар. Жулио Сезар голкипер Интера. Вот здесь неточная передача. И вот надо было, конечно, делать пас на партнера. Еще раз смотрим. Вот здесь пас на капитана команды, и у того была бы возможность забить. Понятно, что к этому времени, скорее всего, вернулся Сезар в ворота, но и Пелисье находился уже в штрафной. В общем, момент упущен. Можно играть, не было нарушения правил. Киеву. Хороший пас на Майкона. Сам пошел Майкон, и здесь нет нарушения правил. Мне кажется, Майкон искал контакт с соперником. Да, ну, конечно, Майкон сам упал. Здесь прав абсолютно арбитр Челли. Просто грамотно в этой ситуации разобрался. Как бы сейчас не клялся Майкон. Было на повторе видно, что он, конечно, сам упал. Практически подскользнулся на ровном месте.
Ну, честно говоря, не понимаю, зачем это делал Майкон, потому что, мне кажется, он мог легко оббежать и Йокича, и Хитамая. Фрей, Вашек. Снайдер. Пацини на Майкона. Хитамая, как ловко сыграл. И неплохой пас на противоположный фланг. Здесь Вашек снова играет неудачно. Наверное, главный кандидат на замену, на мой взгляд, потому что как-то уж совсем непродуктивно он выступает. Но раз уж я говорю о заменах, давайте не скажу о запасных, тем более вроде самое время. Начало второго тайма. Итак, у Кьево в запасе Пиджонни, Андреолли, Манделли, Ригони, Самарко, Москарделли и Терро. Ну, здесь Самарко может выйти Ригони и, конечно, Москарделли, форвард Киева. У Интера в запасе Кастеллаци, Джонатан Кордоба, Оби, Станкович, Кастаньос и Диего Альберто Милито. Ну, как вы понимаете, выбор у Раньери посерьезнее будет. Сарате. Снайдер. Нагатома. Возвращается мяч к Интеру, не без помощи арбитра. Камбьясо. И здесь уже не получается пас. Можно играть. Киеву хорош на втором этаже. И сейчас в нашей игре пауза. Нагатома на газоне. Ему необходима помощь. Ой, да, он неудачно приземлился в борьбе с Крусадо. Видите, и нога поехала, и упал он на плечо. Плюс, по-моему, голову задел. Да. Даже не голову, а скулу. Я думаю, Нагатома мужественный человек. Он должен вернуться на поле, хотя... Хотя это сложно предсказать. Ну, в любом случае, стык, конечно, был не из приятных. Даже скорее очень болезненный. Вряд ли бывают приятные стыки. Вот здесь еще раз досталось Нагатома. В общем, японец должен собраться и, да, вернуться в игру, конечно же. Но это Клаудио Раньери. О нем много говорят в Италии, о его перспективе вообще задержаться в Интере. Ну, понятно, что вряд ли он может сейчас говорить серьезно на тему того, что он в Интере надолго, я имею в виду, на 2 года, а то и на 3. Понятно, что у Раньери есть цель удачно сыграть в этом сезоне. Сезон только недавно начался, поэтому у Интера есть перспектива во всех турнирах. Дзанетти тем временем получил болезненный удар. Да, здесь локтем задел Йокич капитана Интера. Так что, если Раньери, конечно, сыграет удачно в этом сезоне, команда добьется успеха, я не знаю, например, полуфинал Лиги Чемпионов, место в тройке в чемпионате Италии или потенциальная борьба за Скудетто, то, конечно, у Раньери есть шанс в Интере задержаться на следующий сезон и уже строить свою команду со своей селекционной
политика и так далее. Но я так думаю, что в любом случае даже сейчас Моратти думает о будущем Интера, о перспективах Интера в дальнейшем. Очень любопытное интервью дал буквально пару дней назад Фабио Капелло, тренер сборной Англии, заявил, что у него в жизни и в карьере футболиста, и в карьере тренера было несколько вариантов перейти в Интер, но, как он сам заявил, видно, не судьба. Но, мне кажется, такое, знаете, такой намек на то, что все может еще случиться. Ну, Капелло, напомню, что истекает контракт с Федерацией футбола Англии после Евро 2012 года, и понятно, что вряд ли Капелло останется в сборной Англии, поэтому вероятность его возвращения на Апеннины очень велика. Майкон тем временем с мячом. Ошибается Снейдер. Усадо. Длиннющий пас вперед. Здесь Киву не теряет позицию. Правда, пас весьма рискованный был. Лусио. И еще один фол. Желтая карточка. Вашку желтая карточка. Да, по предупреждениям 2-2. Ну а счет пока 1-0 в пользу Интера. Майкон. Обокрали Сарата. Хетемай. Снейдер. Очень любопытное интервью дал Уэсли Снейдер перед этим матчем. Он говорил о том, что Интер возвращается, что у Интера все будет хорошо. Так успокаивал болельщиков. Ну и в конце спросили Снейдера о Раньере и о прошлом тренере Гасперини, на что Снейдер сказал о том, что Гаспон, мол, сразу заявил о том, что не хочет играть в полузащите, и изначально дал понять Гасперини, что хочет сыграть только под нападающими, но Гасперини уперся. В общем, рассказал о том, что действительно был конфликт у него вместе, конфликт с Гасперини. Ну а что касается Раньери, то заявил Снейдер, что Раньери очень умный специалист, который понимает команду, который умеет с ней работать, и даже заявил Снейдер, что чем-то он ему напоминает Мауриньо в плане общения, хотя тут же оговорился, сказав о том, что, конечно же, Мауриньо номер один и равных Мауриньо нет в этом плане. Вот буквально слова Уэсли Снейдера. Представляю, насколько было обидно Мауриньо, когда Жозе сравнили с Раньери, потому что мы помним, когда Мауриньо работал в Италии, он регулярно издевался над Мауриньо, но не только это было в Италии. Напомню, что Мауриньо пришел в Челси именно вместо Раньери, и тогда мы все помним, что Мауриньо сказал уже известную фразу о том, что человек в 70 лет, хотя тогда на Раньери было 56. Удар с дальней дистанции хороший. Мяч летит рядом со штангой. Ну так вот, тогда сказал Мауриньо, что человек в 70 лет мог сказать лишь по-английски «доброе утро». Ну, хотя, я повторюсь, Раньери тогда было лет 55-56. А я, мол, слова Мауриньо, а я, мол, за 2 месяца выучил практически полностью английский. Ну и то же самое было в Италии. Мауриньо очень долго и практически всегда, как была возможность, подкалывал на Раньери, мол, опять-таки намекая на его возраст, хотя, повторюсь, на Раньери лишь недавно исполнилось 2 дня назад лишь 60 лет, до этого, там, 2-3 года назад, когда Раньери работал в Ювентусе, он был достаточно молодой по тренерским меркам специалист, среднего возраста, скажем так, именно среднего возраста. Но вот Мауриньо всегда говорил, что человек в 70 лет ничего не выиграл, кроме 2 кубков. Так что
Очень интересная реакция вот на слова Снейдера. Хотя, повторюсь, Снейдер вовремя надумался и заявил о том, что, безусловно, Мауриньо номер 1. Майкон. Дзанетти. Крусадо. Совсем маленькие скорости во втором тайме, но это, наверное, на руку больше Киеву, потому что в такой игре, мне кажется, веронцы себя чувствуют более комфортно. Как только в конце тайма первого Интер прибавил, конечно, Киеву немножко рассыпался. Йокич провожает мяч за пределы поля. Брэдли. Пелисье. Все хорошо играет. Здесь Киеву. Мяч снова у футболистов Киеву. Удар по воротам. Снова Пелисье. Еще один прострел. Ну да, Интер сейчас в панике отбивается практически. Но в конце концов все успешно завершилось для Нерадзури. Фрей. Это нарушение правил. Полчаса еще играть в нашем матче. Замена, насколько я понимаю, готовится у Киева. Это Терро рядом с Ди Карло. Классно играет Джулио Цезар на выходе. Ну и Майкон побежал вперед. На Снейдера догонит мяч Уэсли. На дальнюю штангу, а там никого нет. Там никого нет. Потенциально был очень хороший пас. Хитамай. Пирарим Хитамай поле покидает. И вместо него Терро, форвард из Франции. Ну, Хитамай неплохо поработал, но, наверное, вы обратили внимание, что какое-то повреждение получил Хитамай. Массио Моратти снова заскучал на трибунах Сан-Сиро. Сарате. Пацини. До Майкона мяч заходит. Майкон. Брэдли прочитал ситуацию. Так коллективными усилиями футболисты Киева отбились. Майкон из-за боковой. Интер потерял мяч. Снова бразилец с мячом. Да, конечно, вот мы все говорили по началу чемпионата, что отсутствие Снейдера очень негативно сказывалось на Интере. Но, вы знаете, мы забывали о том, что Майкон тоже не играет, а вот с его появлением он набрал форму. Сразу видно, что Майкон, конечно, лидер Интера.
Камбьясо. Майкон. Отлично. И удар по воротам. Ну все, делал классно Майкон. Лишь осталось попасть в створ. И получился бы просто гол красавец. Ну, если бы еще, конечно, Соррентино не сумел бы его отразить. Брэдли. Крусадо. Пас на правый фланг. Здесь Дзанетти. Сарате. Пацини. Удар Пацини блокирует. Сарате. Снейдер. Находит партнера. Далее Камбьясо. И пас не получился. Но это по-прежнему мяч контролирует. Майкон. Майкон. Удар! А здесь уже была вся комбинация хороша. Майкон на Пацини. Пацини свободное пространство. И Майкон туда устремился. Бежал на всех парах и решил пробиться с носка. Правильно делал Майкон, что бил пыром, как говорят в дворе. Мы смотрим за реакцией Массимо Моратти. Замена. У Киева полоски поля покидает, выходит Москарделли. Вот он, Давид Москарделли. Ну, естественно, аплодисментами провожает Сан-Сиро Уэсли Снейдера. Я думаю, что это замена именно под овацией стадиона. Понятно, что еще ничего не решено в матче, но Снейдер после травмы, ему, наверное, не стоит как можно больше отдыхать. Раньери сам аплодирует голландцу, но и вместо Снейдера появляется Деян Станкович. Фрей. Ну, готов. Ну, какой молодец, а? Прибежал не весь откуда и прервал довольно перспективно. Просим прощения за небольшие технические накладки. Мы возвращаемся на Сан-Сиро. Интер Киеву 1-0. 70-я минута встречи. И Крустадо теряет мяч в довольно простой ситуации. Скользнулся перуанец. Ну что ж, времени еще достаточно, чтобы Киеву сумел гол организовать. Но и для Интера есть возможность увеличить преимущество. Фрей. Москарделли. Йокич на левом фланге получает мяч. Словенец. Далее Брэдли. Длинный пас вперед, но здесь Жулио Сезар абсолютно один и легко мяч забирает.
Камбьясо. Мускарделли. Можно играть, пока арбитр. Не было накладки. Майкон на правом фланге. Снова бразилец. Хороший пас. Пацини. И у Пацини ничего не получилось. Ни удар, ни передача. Брэдли. Терро. Снова Вашек. Неплохо. Неплохо идет Вашек по правому флангу. Перед ним Нагатома и все. И потеря мяча. Майкон. И как взрывается стадион, когда Майкон получает мяч. Перед ним свободный правый фланг. Майкон. Удар по воротам. Перекладина! Камбьясо добивает мяч. И мяч рядом со штангой пролетает. Ну каков Майкон, а? Набирает форму Майкон. Ловит кураж в этом матче. И все ближе и ближе к голу. Хороший удар Майкона. Причем с шведкой пробил Майкон. Мускарделли. Ну, мне кажется, Мускарделли немножко не тем занялся сейчас на футбольном поле. Почему он играет чуть ли не право полузащитника, пытается играть в подыгрыше. Вот удар еще раз Майкона мы смотрим. И реакцию Майкона. Так вот, Мускарделли все же это игрок штрафной. Он там может потолкаться, побороться за мяч, но никак не атаки разгонять Киеву или там тонко играть в центре поля. Понятно, что Мускарделли это немножко другого амплуа футболист. Станкович. Камбьясо. Снова Станкович. Нагатома. Камбьясо. Нагатома на левом фланге. Станкович. Еще один пас не получается у Дэйна. Вот сейчас поперек играет Станкович. Сарате. Сарате, очень любопытная история случилась на неделе. Я напомню, что Сарате пришел в Интер лишь нынешним летом, и то в последние дни трансферного окна. И всем известна причина, по которой Сарате покинул Лацио. Дело было в конфликте с главным тренером Лацио Эдуардо Рея. Мы знаем, что Рея очень не любил в Сарате одно качество, то, что он редко делает передачи. Ну, просто, грубо говоря, играет сам собой, как говорили. Говорят в любительском футболе, не делает передачи на партнеров, сам получает мяч, сам хочет всех обыграть и забить. Ну, такой, знаете, типичный футболист атаки южных кровей. Но понятно, что у Сарата есть много других плюсов. Он одаренный футболист, сильный футболист, имеющий много на поле. И вот, чтобы как-то стимулировать Сарата, чтобы он делал передачи, делал голевые передачи, руководство Интера, когда с ним подписывали контракт, опасная атака, Майкон уже слева. И здесь Киеву сумел отбиться. Ну так вот, руководство Интера, когда с ним подписывал контракт, внесло в контракт такой очень любопытный пункт. Каждая голевая передача Сарате стоит 15 тысяч евро. Вот мы говорим о высоких премиальных чемпионате России. Но вот представьте, чтобы так стимулировать Сарате на то, чтобы он делал передачи голевые, да, руководство Интера приняло решение вот такие, ну, серьезные премиальные предложить Сарате. И вот на прошлой неделе Сарате заработал свои первые 15 тысяч евро премиальных за голевую передачу. Он, напомню, что сделал пас на Пацини в матче против Лиля. И вот такой плюс для Сарате.
И самое любопытное, что в случае, если Саратов сделает больше 12 голевых передач, то уже вырастет и бонус за голевую передачу последующую уже до 20 тысяч евро. Так что у Мауро есть отличный шанс всем доказать, что он умеет играть в пас, ну и плюс заработать денег, причем достаточно много. Но, правда, в сегодняшнем матче не видно, что Саратов как-то стремится к голевой передаче. А тем временем на правом фланге Вашек на Пелесье. Еще один пас вдоль ворот. И здесь уже Киву играет надежно. Угловой Брэдли у мяча. Хорошая подача, удар по воротам, и Жюлио Сезар на месте. Ну, в принципе, счет 1-0 очень скользкий. Для Интера Киева-то свой гол забить может всегда. Поэтому прав Майкон, так активно идя вперед. Еще одна замена. Джанпаоло Пацини поле покидает. И вместо него Кастаньос появляется. Ну, Пацини себя сегодня толком не проявил. Старался Джанпаоло, но, очевидно, не его день. Киева в атаке. Жюлио Сезар хорошо играет на выходе. Кастаньос. Играет назад. Москарделли. Снова он в подыгрыше не силен. Лук Кастаньос совсем молодой парень. Ему 20 лет будет лишь в следующем году. Да и то в сентябре. Он пришел в Интер из Фейнорда. Пришел нынешним летом. Талантливый парень. Он голландец. Ну, скажем так, из Голландии. За Фейнорд провел 37 матчей в высшем дивизионе Голландии, забил 15 мячей. Хороший результат. Так что с ним тоже некоторые перспективы связываются. Майкон лучше сегодня абсолютно точно у Интера. Да и понятно, что во всем матче. Камбьясо. Нагатома. Под удар Станкович. Станкович разворачивается. Пошел сам. Вот Кастаньос. Забивай, Кастаньос. Нет. Такой момент упускает молодой голландец. Шанс-то был просто шикарно. Станкович все для него сделал. И здесь хорошая дистанция. Но Соррентино, во-первых, просто сильный голкипер. Ну и, во-вторых, удар был не самый точный. Камиль Вашек поле покидает. Лука Ригони вместо него. Третья замена у Киева. Москарделли в штрафной. Практически. Ух ты! Вот это Москарделли, а?
Да, недооценил я технику Москарделли. Вот это да, Москарделли, а? В лучших традициях Рональдиньо сыграл. Брэдли. Ригони. Москарделли бьет по воротам. Вот это удар Москарделли, а! Ну просто человечище, а, Москарделли. Сколько таланта в нем. Я-то думал, что он просто в штрафной потолкаться выходит, а он и обыграл соперника. И здесь такой техничный удар, такой сложный удар по исполнению. И я не знаю, Жюльо Сезар сейчас, конечно, сейв настоящий совершил, а? Вот это Москарделли, а! Это нарушение правил на Киву. Да, Мореро грубо сыграл против Киву в этой ситуации. Клаудио Раньери. У него есть еще одна замена. В запасе, помимо вышедших Станковича и Кастанеса, Мирито, Оби, Кордоба, Джонатан и вратарь Кастелланц. Ну, вроде Киев сам поднимается, и я думаю, матч в конце концов продолжит. Тем более до конца игры осталось порядка 7 минут. Брэдли. И подача не получается у Терро. Вот он, Москарделли. Отлично вошел в игру. Помню матч против Дженуа, который состоялся, по-моему, в третьем туре, когда тоже Москарделли вышел на замену и 2 гола сделал. В одном моменте ассистировал, а в другом сам забил на 93-й минуте. Так что Москарделли проводит неплохой сезон. По крайней мере, начало сезона. Сарате. Легко обокрали Сарате, но опять он с мячом завозился. Снова Сарате, но пас можно дать? Нет, Сарате сам бьет. Там Бьясо. И Кастаньо с мячом не успевает. Угловой для Интера. Угловой удар. Отбивается Кьева, Лусио. Ух ты. Мяч остается у Интера. Майкон. Подача. Брэдли хорош. Сарате. Ну, сколько можно, а? Сарате... Я, конечно, понимаю, техника у Сарате блестящая, но только не в этой ситуации. Но Станкович бьет дальний угол, и здесь мяч рядом со штангой пролетает. Сарате, конечно, стоит как-то
все же играть в пас. Понятно, что только лишь за голевую передачу дает 15 тысяч евро ему. Может быть, ему стоит в контракте прописать за каждую передачу там небольшие бонусы. Но, тем не менее, по 200 евро за каждый пас Сарата. Того, глядишь, Сарата будет чаще играть в пас с партнерами. Зарабатывает угловой Киеву. Сейчас самые сложные минуты для Интера, потому что, с одной стороны, Киеву терять нечего. Ну, команда играет на Сан-Сиро, проигрывает лишь 0-1. В сезоне лишь одно поражение, поэтому все более-менее нормально. Но у Интера, конечно, совершенно другая ситуация. Брэдли. Удар. И что здесь решает арбитр? Да, фол со стороны атакующей команды, со стороны Мореро. Станкович. Москарделли. Неплохо. Фрей. Остается мяч у Киева. Брэдли. Подача. Йокич до мяча первым не добирается. Лусио, и мяч остается у Интера. Можно играть или нет? Да, можно играть. Не было нарушения правил. Камбьясо играет уже просто на вынос. Здесь не было нарушения правил. Кастаньос. Сарате сделал пас. Уже хорошо. Майкон. И Соррентино грамотно играет на выходе. Быстренько вводит мяч в игру. Брэдли. Ну, готов, молодец. В этой ситуации, во-первых, прочитал игру. И, во-вторых, конечно, мяч грамотно работал. Москарделли. А, это он бил поворотом. Ну, тоже похвально пробить своей половины поля. Сарата меняют. Итак, Мауро Сарата поле покидает. И Жоэль Оби вместо него. Аплодирует Сан-Сиро. Оби — это полузащитник. Ну и Сарата также получает свою благодарность от главного тренера Клаудио Раньери. Завершилось основное время матча. Сколько добавил Челли. Арбитр ну, не стал скупиться. Челли 5 минут. Москарделли. Ну и, кстати, я согласен со свистом стадиона. Мне кажется, 5 все же многовато для такого матча. В втором тайме и голов-то не было, и ну, только замен, травмы тоже особо не было заметно. Оби нарушает правила Мореро.
И Эстебан Камбьяс. У мяча, наверное, будет подавать, хотя, может, и не стоит так рисковать. Нет, подает Камбьясу. Кастаньос. Это уже аут для Интера. Ну вот так, не торопясь, играют футболисты Интера. Майкон, Дзанетти. Отобрали мяч футболисты Киево. Это неплохо. Ригони. Терро. По левому флангу пока атака Киева развивается. И мяч в поле. Пока мяч в поле. Нет, покинул. Нет, можно играть. Просто потеря мяча со стороны футболистов Киева. И Интер имеет шанс для быстрой контратаки. Майкон. Майкон не торопится. Наверное, силы тоже его покидают. Брэдли чисто. Терро. Ригони. Терро. Удар по воротам выше. Удар абсолютно не подготовленный был. Терро. Даже немножко жаль остальных партнеров Терро, потому что как-то он совсем не посчитал нужным с ними считаться и пробил просто по небесам. Ну что ж, в случае победы Интер набирает 3 очка. Команда станет их 7. Понятно, что это не слишком много, но уже дело, скажем так. Ну, Киев останется те же 9 баллов. Ну, пока матч не завершен, можно еще надеяться болельщикам Киева, что ситуацию можно изменить. В следующем туре, напомню, что нас на неделе ждет тур во вторник, в среду и четверг. Он так на 3 дня будет разнесен. И, соответственно, что касается Интера, Интер играет против Аталанты на выезде. Это будет очень сложный выезд в Бергамо. Ну, а что касается Киева, то у летающих ослов матч против Болоньи. Матч против Болоньи домашний в среду вечером, как, впрочем, матч Интера. Дзанетти. И очередной фол. Ну, понятно, что, наверное, Интер уже может потихонечку праздновать победу. Киеву, видимо, слишком много сил потратил. И даже не способна команда на последний штурм. Взрывается стадион. Видимо, аплодисменты в адрес Хавьера Дзанетти. Ну, действительно, Хавьер Дзанетти — это просто практически бог для болельщиков Интера. Гениальный футболист. И 38 лет играет на высочайшем уровне. Майкон. Здесь хорошо сыграл Терро. Оби. Разворачивается Оби. Мяч оставляет у себя. Москарделли не помешал Оби. И угловой зарабатывает Интер. Ну, наверное, может с облегчением вздохнуть Массимо Моратти и все его окружение, потому что Интер как никогда близок к победе. И все, победа приходит к Интеру в 7-м туре. Интер обыгрывает Киево 1-0 на родном Сан-Сиро. И это 2-я победа на Радзуре в чемпионате Италии. Браво, браво, мы читаем по устам Массимо Моратти. Действительно, браво, Интер. Это победа очень кстати